В окружении ореховой тайги, под известный дерзкий шурмакский ветерок, в походных условиях участники начинают готовиться к первому конкурсу фестиваля тувинского чая. Кто-то заваривает свежий чай, а кто-то всю ночь занимался приготовлением напитка по особым бабушкиным рецептам. Свежезаваренный чай обязательно нужно поднести духом местности. Специальная ложка, девятиглазка, тоскарак, завязанный белым кадаком, кормит мать природу. Из уст чаеваров льются благопожелания и молитвенные обращения. Это тоже часть конкурсного этапа. Испробовать разновидности тувинского чая по рецептам предков прибыл и глава Тувы Шолбан Караул. Он отметил, инициатива проведения праздника чая в тему усилий по возрождению забытых традиций тувинцев. Важно участие старейшин, уважаемых ветеранов и передача знаний молодому поколению. Кроме того, Шолбан Караул подчеркнул, чай не просто напиток, а источник здоровья, силы и духа. Чағай қылдырылып қалған болса, қырғанауым жек бөендер деп мен біліп бардыр ғымен. Ичі ішкі олачы маңнап жораш. Жаңаштың болсам, жерлі оны да сақтық берге болса, біздің тоғы кішінің болса, шайы дергелі, бізге тыққы олу теткім жені, ол мұнды соғықтың да, изіңнің да, тошқының да болса, жерлі алдып бен жораны ұста, мен бодарыңы біздің шайы ұста. Одна из главных миссий тувинской женщины – передать секреты приготовления чая своим детям. Роль мужчины, связанной с чаем, в организации досвадебной церемонии «шайбузар» – дословно разбитие чая, знакомство с родителями невесты. Чаевничать в традициях тувинцев – это общение с семьей, знак уважения к старшим, начало знакомства и дружбы, повод примирения и предмет дипломатических отношений. К чаю обязательно подаются традиционные тувинские вкусности – мучные, пова, порсак, молочные, паштак, аржи. Выставка молочных блюд – еще один этап конкурса. Участники из Эрзинского района угощают халимаком, тувинской кашей с изюмом. Анджима Александровна любезно согласилась провести мастер-класс. Для халимака потребуется юреме, можно взять сливочное масло. Растапливается все, небольшими порциями высыпается пшеничная мука при непрерывном помешивании. Далее вливается готовый чай с молоком. Нужно следить за консистенцией. Не должно быть слишком жидким или рыхлым. Затем добавляется сахар. Можно халимак есть без сахара. Если есть ягоды сушеные или изюм, можно добавить. Вот и готово сытное, полезное, а главное быстрое в приготовлении блюда – халимак. Холулух, эйжигилик, тая, хамран – это лишь часть разновидности тувинского чая с молоком. С каждой пиалы чая для дегустаторов информация о полезных свойствах. К примеру, молочный чай с добавлением сушеного корня пиона рекомендуется употреблять при артериальной гипертонии, заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Участники с высокогорными Мугунтайги, которые представили 15 видов тувинского чая, рекомендуют также чаи с добавлением жимолости и иван-чая. У нас в районе соблюдается красивая тувинская традиция – келин-шайнжер. После свадьбы невеста должна преподнести первую пиалу свежезаваренного чая свекрови, затем свекру, далее мужу. Есть также традиция келин-шайн-эдери – семейный день, когда свекровь и невестка чаевничают. Праздник чая не просто конкурс, а обмен опытом. Новые рецепты пригодятся, отмечают мугунбренцы. В июле в Мугунтайге пройдет районный фестиваль чая. Подобные праздники проводятся для популяризации среди молодого поколения приготовления исконно тувинского чая. Традиции фестиваля продолжатся и в Тесхеме. Есть и наработки в области заготовки одного из ингредиентов вкусного чая – облепихи. Где мы стоим, куранские, да, Куране, а здесь все лекарственные травы есть. Туве, которые существуют, поэтому все корни, они заваривались, лечились, оздоравливались, берегли здоровье. Профилактически можно было вот такие вот чай заваривать. И брендовым продуктом Тесхеме должна быть действительно переработка облепихи. Вот недавно я в Уланкоме был и встречался коллегами и посмотрел, действительно, Устанурский аймак в год заготовляет 830 тонн облепихи.
одно малое предприятие 15 тонн. А наш проект только-только начинается, а на самом деле это хорошо забытое прошлое. Наши предки это делали. Поэтому в рамках губернаторского проекта я и мои коллеги решили, что производство и переработка облепихи Тискима должно быть поставлено очень на высоком уровне. Мы постараемся. Первый республиканский конкурс-фестиваль проводится администрацией этой схемы совместно с Центром развития традиционной тувинской культуры и ремесел. Оценивает старания чаеваров представители Центра. Вместе с ними чай дегустировал почетный гость, писатель Чоду Карагуске. Участники удивили жюри не только вкусами чаев, но и технологиями приготовления. Оценивали по следующим критериям. Это вкус и технология приготовления тувинского чая, а также национальные традиции и, конечно, презентация чая. Для меня, конечно, было вот открытие тувинского чая из диких, дикорастущих растений. Вот технология их приготовления очень для меня была как бы новая. В этот день над Кураном был слышен не только необычно сладкий молочный запах. Слух гостей услаждали песни о тувинском чае. Это тоже конкурс. Куран – Арбан с несколькими домами, насчитывает 60 жителей. Местные держат коров, овец, летом собирают ягоды, орехи, лекарственные растения. Небольшая речка может угостить рыбой. Для куранцев этот фестиваль – особенный праздник. Очень правильно возрождать старые традиции, потому что сейчас очень много такого неприятного насаждается и неправильного. И молодежь не знает, из чего выбрать. А тут вот люди старые, которые прожили всю жизнь, свои какие-то, свой опыт передают, делятся. И причем вот в таком масштабе большом. Очень... Вообще мне бабушки эти очень нравятся. Прям какое-то такое расположение к ним душевное чувствую. Чай в пиалах млеет, солнце садится за Тангды, подводятся итоги конкурса тувинского чая. Третье место завоевали хозяева встречи чаеваров Арбан-Курант из Кемского района. На втором месте Чахольский район. Агерикская команда заняла первое место. Гран-при получила делегация Мангунтейгинского района. Отметили участников и в отдельных номинациях. Фестиваль тувинского чая завершился концертом местных самодеятельных артистов и гостей праздника. Виктория Има, Александр Оржак, Тува-24.